Итак, у нас сегодня будет инструктаж специально для гостей из Москвы. Павел, смотри. Снегоход заводится. Поднимаем кнопку «Старт» вверх. Зажигается, включается дисплей. И нажимаем желтую кнопку «Старт». Здесь элементарно, ничего сложного нет, как в этом, как на Ирбисе. Желтый нажали, все, завелся. Переключение у нас, смотрите, ашечка. Это на ашке мы едем. Нейтралочку нажали, это задняя скорость. Сюда нажали, аш. Но настоящие снегоходчики никогда не включают заднюю скорость, поэтому будем ехать только вперед. Хорошо? Каждый член большой команды получает инструктаж перед выездом, а также при необходимости экипировку. Все для того, чтобы все участники чувствовали себя комфортно. Сегодня здесь все настроены получить самые яркие эмоции в топовом туре компании «Сахаслед» под названием «Веселый Хаардах». Смотрите, какая компания выехала у нас. Живописные горные реки, извилистые лесные дороги, эвенкийские тропы и заснеженные дюны в одном путешествии по Южной Якутии. В Нерюнгринском районе на снегоходных трассах можно увидеть самые сокровенные места природы. Главный инструктор и путеводитель в мир дикой природы – нерюнгринец Александр Федоров. Живу всю жизнь в Якутии полностью. Меня привезли, когда мне было 8 месяцев. Ну, считаю, что родина Якутии однозначно, потому что привезли меня с Бурятии, а в Бурятии я практически там и не жил. В Серебряном Бору вначале жил до 94-го года, а потом в город переехал. Хоккеем занимался до класса, по-моему, 7-8. Потом занимался горнолыжным спортом. Один сезон я занимался на высотнике, на горнолыжке поселке Серебряный Бор напротив НГРСа. Но занимался всего 1 год, но в принципе оттуда у меня уже, наверное, пошло больше к экстриму, память осталась. К снегоходному виду спорта я пришел. Почему? Потому что все остальное уже обосновалось в плане того, что в процессе. Видосов насмотрелся американских. 509, Тимберслед. Посмотрел, как они там гоняют, и захотелось горный снегоход. К туризму меня привел Сергей Козюра. Он мне эту идею подал. Вот мы даже занимались. Потом у нас там был момент, обожгли сильно. В том плане, что не было понимания вообще, как этим бизнесом заниматься и что сделать. Ну, все было на своих ошибках. И была пауза 1 год. Потом опять взяли, после паузы года уже взял оборот. Опять пришел к снегоходам и уже начали заниматься уже снегоходами, по-моему, с года 17-го. Прежде всего это было хобби. Однозначно. Почему? Потому что я даже бизнесом это жалко назвать. Почему? Потому что 5 лет это вообще было все, работали в минус. Поэтому все поднимали так. Чисто было хобби. Это, можно сказать, последние 2-3 года. Вот что-то только пошло. Более 10 лет Александр занимается турами, стараясь каждую экскурсию превратить в приключения для ее участников. Контингент абсолютно разный здесь. От молодых до пожилых. В принципе, для меня, наверное, все одинаковые. Тут формат такой туризма. И нравится всем, и молодежи, и среднему возрасту, и подростковому, и пожилому. Всем нравится. Если в гости приехали кому-то в Нерюнгри, надо чем-то удивить, вот поехали на снегоходах, покатались. Либо это все связано с тем, что кто-то здесь работает. Приехал в командировку или приехали там вахтой, вот покатались. Главная задача для Александра – подарить яркие эмоции участникам тура при их максимальном комфорте. Постоянно выдаем экипировку. Сегодня сапогов даже запасных не осталось. Почему? Потому что для нас прежде всего, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Когда много людей, за всеми не уследишь, где-то не досмотришь. А так вообще я никого не выпускаю, пока не тепло не оденутся, не обуются, не переодену. Почему? Потому что если один человек будет в компании чувствовать себя некомфортно, соответственно, будет баланс такой разбиваться. Будем постоянно уделять на одно внимание, потом будем на другое переходить. Поэтому должны все чувствовать себя комфортно, одинаково, на 100%. Вот это наше кредо.
Если теплее, соответственно, люди больше катаются, больше проводят времени на природе. Если очень холодно, вот сегодня у нас, да, как бы такой мороз, но в то же время мне, допустим, не холодно. Почему? Потому что нету ветра. Себя чувствуешь комфортно. Главное не стоять на месте, двигаться, и все, проще гуляет, приходит. Мы реально ездили минус 53, выезжали и возвращались минус 57. Года, наверное, 4 назад мы ездили на Халтам 5 января, прям как помню, выезжали минус 42, с ветрецом было. Ой, весело. В команде Александра есть надежные люди, готовые всегда прийти на помощь. Просто все на дружеской основе. Там снегоходы бывают, ломаются, бывают тонут. Мы друг друга спасаем, выручаем, помогаем, отдыхаем вместе. Проводим время не только на природе, но и в личной жизни, в гаражах, везде. Владею снегоходами уже 2-й год. В том году катался на другой фирме, на BRP. Сейчас вот пересел на Ямах. Это исключительно личное пользование. Просто развлекушка с семьей, с женой. Исследовали все вокруг. Вот 10 километров радиус провести. Каждое дерево знаем. Просто привлекает активный отдых, чтобы не дома сидеть на диване, а на природе, в компании, повеселиться, отдохнуть. В автопарке компании «Саха-След» сегодня 8 туристических и 4 горных снегохода. 3 тура – обзорный, веселый Хаардах и новый тур «Черное золото». Самый топовый маршрут – это вот мы здесь сейчас находимся, здесь на нашей скалке. Тур называется «Веселый Хаардах». И вообще это все пошло с тура веселого летний. Там, когда мы в лесу пробивали, делали первый маршрут, соответственно, все в кусты улетали, и было всем смешно, и там ха-ха-хи-хи. Вот. И из этого и пошел веселый. А Хаардах это у нас топовый. Вот через лесной массив мы едем и сюда приезжаем, вот в это место. Наше хитрое, скромное. Летом сюда, кстати, нельзя добраться никак. А на 2-м месте стоит обзорный 2. Это 1,5-часовой тур в район технопарка. Потом едем мы проезжаем в район горнолыжной базы. И приезжаем сейчас на новую площадку Исаах. Вот там мы катаемся. Ну, в принципе, 1,5 часа проходит. Больше фотографируемся. Он такой более обзорный. Это знакомительный. Это хорошо с детьми поехать, либо для гостей нашего города, кто не хочет долго мерзнуть на морозе, а быстренько прокатиться, пофотаться и почувствовать, что такое снегоход. Сейчас у нас вообще в приоритете. Мы в том году сделали первый маршрут. Называется оно «Черное золото». Почему черное золото? Потому что мы едем в сторону Кабахты. Кстати, в этом районе мы находимся. В район Кабахты мы едем. Километров где-то, не соврать, но в районе где-то 13-15 до сворота. Потом мы сворачиваем в район, едем Нерюнгринского разреза. С северной стороны мы проезжаем. То есть, получается, если смотреть, город здесь находится, здесь разрез, то мы его абсолютно с другой стороны его объезжаем. Ну, там, конечно, до разреза далеко. Почему? Потому что там все насыпано за 40 лет, насыпались большие искусственные горки. И вот туда приезжаешь, и там вот вообще прям такой классный вид и четкое место. И потом мы спускаемся по маленькой речке. Нерюнгринка, малая Нерюнгринка, можно ее ручьем называть, там от речки это название. 46 километров протяженность маршрута получается. Вот в том году мы его пробивали, пилили. Так, ребят, кстати, мы там путь пробили. Это мы сделали. Сейчас хотим запустить экстремальный туризм. Это уже конкретно спорт, где работает вся группа мышц на 90%. Где в одной покатушке ты можешь сбросить от 1,5 до 3 килограммов веса. Очень полезно. Маршруты увлекательные и нравятся как новичкам, так и опытным туристам, среди которых и гости из разных регионов. Ну что, друзья, мы приехали на наше лобное место. Welcome! На просторах интернета увидела объявление, захотелось адреналина. Вот 2 дня было минус 50, мы выехали вот с друзьями в минус 50, катались на снегоходах.
И, да, был маленький круг, нам не хватило времени, и мы решили поехать на большой. Вот и мы здесь. Классно, вообще классно. Вообще круто. Да. Не знаю, у меня пока нету никаких дрожаний. Я лично, у меня был опыт, ну, скажем, маленький круг, когда ездила, я сама за рулем. Было вообще классно. На большой круг, да, поехали первый раз. Почему? Хорошее впечатление, адреналин, драйв. Почему нет? Очень тепло, жарко. Ну, мы оделись хорошо, нам тепло. С экстремальными видами спорта знакомы, да. Так на байке ездим. Вот на снегоходе уже второй раз. Решили, так сказать, продолжить традицию зимних видов спорта. Нравится с Александром, как он все объясняет. Нравятся маршруты, которые он составляет. Мы хотели подлиннее взять, но поздно об этом сказали, группа не набралась, поэтому решили второй раз на этом поехать. Главное потеплее одеваться. Все, что Термо, есть дома, отлично на себя одеть, тогда будет тепло. Эмоции все самые лучшие. Заряжаемся на все проценты, которые есть, которых нету. Погода отличная, природа отличная, Да. солнце, самое главное, светит, небо голубое, шикарно. Ну, то есть так все очень нравится. Организаторы тура рекомендуют всем получить эти незабываемые эмоции от активного зимнего отдыха. Кому-то уже эта зима так надоела, ему даже ничем не удивишь. Есть такие люди, которые даже бесплатно ехать не хотят. А так, прежде всего, не бояться и пробовать надо. Почему? Потому что оно кажется, да вот-вот-вот, время проходит, пролетает, в этом сезоне вы не попали, вот минус 24 год, пожалуйста. Еще год один убежал. Попробуйте в этом году. И вы уже для себя будете понимать, что вам вообще охота. И очень хорошо, кстати, это мы когда занимались снегоходами, я начал заниматься снегоходами, у меня не было понятия, какой купить снегоход. Просто не было даже знакомых. Один там был в одном буране, один раз прокатился, вот мой опыт. И тут пришлось, конечно, покупать сразу. Потом уже понимание пришло. Блин, лучше бы я взял такой снегоход, потом такой. Есть разные типы снегоходов. Двухтактный, четырехтактный двигателя. Тут, пожалуйста, вы можете сразу в одном туре попробовать несколько видов снегоходов. Вот. И уже понять для себя, какой вам подходит. По истечении нескольких часов на свежем зимнем воздухе команда тура возвращается на базу с заряженной энергией, яркими эмоциями и, конечно, замечательными фотографиями.